Борис Ефимович, вы пришли сегодня к украинскому посольству с тем, чтобы возложить цветы. Почему вы пришли так, как будто события закончились? Ну, я, во-первых, очень надеюсь, что они закончились. Потом, сегодняшняя обстановка в Киеве очень спокойная. Насколько я понимаю, милиция и отряды самообороны сейчас патрулируют город, и там все спокойно и тихо. Янукович сбежал, собственно, он уже не президент, это очевидно. Вот, избрали спикера парламента. А почему мы пришли? Потому что украинский народ нам близок. И события, мы разные, конечно, но все-таки нас очень много объединяет. И эти жертвы, причем я бы хотел сказать про то, что речь идет о жертвах как гражданских, так и милиции. И я сегодня возлагал цветы не только в память о защитниках Майдана, но и о тех простых украинских пацанах, которые работали в милиции и, в общем, тоже оказались жертвами вот этого, я считаю, воровского режима. Вообще, для России надо уметь извлекать уроки из того, что случилось. И я считаю, что 100% ответственность за Майдан, и в том числе за кровавую бойню, лежит на Януковиче, на его режиме. А причиной Майдана стало тотальное воровство, абсолютное вранье, обман, причем всего народа в связи с этой евроинтеграцией, о которой он 2 года бубнил, всех там убеждал, а потом обманул. Вот, силовые действия против мирных граждан. Конечно же, тоже причина гигантский социально-экономический кризис, в котором погружена Украина, я имею в виду безработицу, низкие зарплаты и так далее и тому подобное. Поэтому нам надо извлекать уроки из Майдана. А уроки правильные, которые мы должны извлечь, они очевидны. Власть должна прекратить это наглое вранье, которое мы видим по этому зомбоящику с Киселевым, с брызгающим слюной там, Соловьевым, Жириновским, всякими там Железняками и всей этой абсолютно гнусной, провокационной такой швалью, которая, ну, реально ведет себя как провокатор, и чем больше крови, тем, видимо, им лучше. Вот. И вообще у меня такое ощущение, что очень многие провластные, так называемые журналисты, на самом деле такие дешевые пропагандисты, они нацелены как раз на то, чтобы Украину расколоть. Вот я считаю, что расколотая Украина – это трагедия не только украинского народа, но, кстати, огромная проблема для России. Почему? Беженцы прибегут. Очевидно, что расколотая Украина – это война. А люди убегают от войны, в том числе и в Россию. Поэтому то, что они делают, они, по-моему, даже не представляют последствия своих действий. И сегодняшний шабаш, который они устроили в Харькове, это шабаш сам настоящий. Во-первых, свидетельствует о том, что они в полном неадеквате, что они так ничего и не поняли. Очевидно, что все их решения просто куром насмех, никто их выполнять не будет. А вот решение Верховной Рады сегодняшнее о предотвращении сепаратизма может для этих господ обернуться посадками. Благо, Харьковская тюрьма там рядом. Вот Юлию Владимировну отпустят, а всю бригаду, которая там... Ее уже отпустили, да? Вот, а всю бригаду, которая там вот все это заседала, видимо, на ее место и в одну камеру и засунут. Вот они до этого дела хотят довести. В этом уже, кстати, участвуют российские политики, губернаторы, это безумцы, это безумцы, это подстрекатели, это люди, которых, конечно же, послали. Абсолютно неадекватное российское руководство, причем сам Путин сидит тихо, как вы заметили, ничего не говорит. Он либо Медведева смешного вперед выставляет, который говорит, что нельзя быть тряпкой. Вообще надо выбрать было специально спикера по фамилии Медведев, который бы про тряпки нам рассказывал, да? Вот. И, собственно, это все было после Оранжевой революции. Я помню, как после Оранжевой революции ровно такой же съезд был только в городе Донецке. Я помню, как в истерике бился там Лужков, как они принимали ровно такие же резолюции, и как потом они дико извинялись, стояли в Киеве на коленях и говорили, чтобы их только не пересажали. Это абсолютно никаких последствий иметь не будет, но провокаторы, которые хотят страну развалить, я считаю, они должны быть наказаны. А что должна делать сейчас Россия, ну, я не знаю, если бы не Путин был у власти, скажем? Извлечь уроки. Во-первых, узурпация власти, а именно к этому делу вел Янукович, она приводит к Майдану. Во-вторых, бесконечное вранье, в том числе по зомбоящику, оно возмущает народ и приводит тоже к Майдану, в конце концов. Безмерная коррупция, обогащение властных кланов тоже приводит к Майдану. На самом деле нужно уметь вести диалог с народом, нужно, естественно,
проветривать коридоры власти, нужны честные выборы, нужна ротация во власти. И вот то, что сейчас Путин демонстрирует, а именно истеричные такие конвульсивные попытки цепляться за власть любой ценой, в том числе и ценой репрессий, на мой взгляд, это верный путь как раз на самом деле к столкновению. Спасибо.